Фестиваль «Зима начинается с Якутии» каждый год привлекает все больше туристов. Буквально недавно якутяне были очень удивлены тем, что по столице республики в минус 48 разгуливали японские туристы. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» на протяжении 6 лет радует горожан и гостей столицы, даря людям предновогоднее настроение. Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России. Это и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», благодаря которому не только выявляют лучших поваров, но и дают возможность познакомиться гостям с национальной кухней. По традиции фестиваль открывает международный конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии». В международном конкурсе помимо местных мастеров принимают участие художники и скульпторы из разных стран. Очень часто приезжают участники из Монголии, Англии, Финляндии, Хабаровска и Магадана. С каждым годом мастера по ледовым скульптурам удивляют гостей фестиваля новыми образами, что порой диву даешься. Неужто это выполнено руками человека? Наши гости с удовольствием погуляли по ледовому городу и окунулись в царство вечной мерзлоты. Я увезу отсюда, провезу по всей стране, в каждый ее уголок, чтобы зима наступила, чтобы Новый год настал по всей стране, чтобы все мечты, все желания сбылись. Друзья мои, и вам того желаю. Как по заказу ударили сильные морозы. Кстати говоря, это не первый визит японцев в Якутию. Все мы помним, как несколько лет назад к нам приезжали японские журналисты. Съемочная группа, которая делала фильм о якутских морозах. Гости страны восходящего солнца проводили опыты на самой холодной точке Якутии во имя Кони. Что только они не делали, и смотрели, как мороз схватывает мокрое белье, как замерзает лапша, как кипяток превращается в ледяную радугу. На сей раз испытания холодом прошли 100 гостей из страны восходящего солнца. Среди них есть те, кто приезжает в нашу заснеженную столицу уже в 4-й раз. Есть и те, кто впервые ощутил на себе настоящие якутские морозы. Hello, Ikchan. Okay. Hello, Ikchan. 우리 아이한 사랑했어. 사랑해. Hello. В этом году мы совершили 2 чартерных рейса. Это второй наш приезд. Все 100 человек, которые прилетели в этот раз, очень хотели познакомиться с якутской культурой и ощутить настоящую якутскую зиму. Мы очень рады, что попали еще и на фестиваль «Зима начинается с Якутии». В такой холод устраиваете праздники, честно, удивлены. Я, как представитель турфирмы, очень рада тому, что моим туристам есть на что посмотреть и есть с чем познакомиться японцу, который ничего не слышал ранее о Якутии. Конечно, для наших гостей увидеть и ощутить на себе настоящие якутские морозы было мечтой. Ведь большинство из них приехали из Южной Японии. Например,
Многие из живописного острова Окинава, где круглый год солнце, со всех сторон океан, а температура зимой опускается всего лишь до плюс 15. Представляете, всего до плюс 15, а в Якутии минус 35 зимой – это тепло. Этот молодой человек приехал как раз-таки из Окинавы. На пару с братом имеет бизнес, сеть ветеринарных клиник, а также у них магазины аксессуаров для собак. Он благодарен судьбе за такую поездку, полную новых открытий. Мне о Якутии рассказал мой брат. Поездка сюда, в далекий заснеженный край с невероятно красивой природой, была большим сюрпризом. Готовились основательно, накупили теплых вещей, но, как оказалось, одежда, в которой мы приехали, не спасла. Морозы оказались куда крепче. Тем не менее, накупив уже здесь теплых вещей, гости в первую очередь отправились на самую экстремальную тусовку – зажжение новогодней елки на одной из площадей столицы. Именно в этот день Чисхан, властелин холода, встречается с Дедом Морозом, который в свою очередь дает старт настоящей русской зиме. Только в Якутии даже в минус 50 могут танцевать на морозе под популярные треки. Веселились не только местные жители, но и наши гости. Танцы на морозе, что может быть экстремальнее и удивительнее? Определенно, этот праздник запомнится нашим гостям надолго. Несмотря на холод, люди здесь умеют радоваться жизни. Якутяне такие открытые и дружелюбные. Очень тепло встречают каждого туриста. Мне очень понравился праздник зажжения елки и эти танцы на улице. Здорово, что люди радуются и празднуют, несмотря на то, что на улице так холодно. После танцев на морозе гости отправились в Северо-Восточный федеральный университет, который является одним из крупных вузов на всем Дальнем Востоке. Наши гости были удивлены тем, что где-то в далекой снежной Якутии молодежь изучает японский язык. Поэтому вышли на кафедру восточных языков и страноведения. И узнав, что нужны новые учебники, с удовольствием привезли и передали их студентам. Литературу, книги, которые мы привезли с собой в подарок, это была не только моя идея, это была идея профессора Азумы. Это наставник по всей моей жизни. Большая ему благодарность. Вы не только открываете для себя новые регионы, новые удивительные мероприятия, но вы открываете дверь в свою страну для россиян. Поэтому я с абсолютной уверенностью могу сказать, что вы народные дипломаты своей страны. И, конечно же, это очень приятно, потому что следующий год будет перекрестным годом года Японии в России и года России в Японии. И очень надеюсь, что взаимный поток туристов и из Якутии в Японии и обратно будет с каждым годом возрастать. Гости из страны восходящего солнца встретились с министром по федеративным отношениям и внешним связям Владимиром Васильевым, министром инвестиционного развития и предпринимательства республики Антоном Сафроновым, проректором по международным связям СВФУ Владленом Кугунуровым. Приветствовали их и сами студенты, которые исполнили песню на японском языке. А инициатором этого доброго жеста и всей поездки в целом был Танака Масато.
сведению, Танака – популярный певец, в Японии больше известный как Алоха Кинг. Кстати, звезда Японии в Якутию приезжает не в первый раз. Земля Олонхо настолько ему полюбилась, что он готов приезжать сюда как минимум 1 раз в год. На сей раз он проникся обрядом благословения от Валентины Атласовой, известной в республике как хранительницы якутской культуры. 今気をつけてから暖かさは寒く感じたらそれはですね体がВы дышите воздухом, у вас есть дух воздуха. Вы ходите по земле, стоите на земле, у вас есть дух земли, и они их искрепляют. Каждый раз, приезжая сюда, я вдохновляюсь. Этот обряд тронул меня до глубины души. Я на минуту вернулся в детство. Приятно было вспомнить то чувство, когда тебя ничто не заботило, потому что тогда был окружен материнским теплом и заботой. Валентина и Василий Атласовы живут по старинному укладу. Показывают и рассказывают приезжим гостям древний быт якутов, знакомя с традициями и культурой народа Саха. Зачем бьют по шкуре? Что это означает? Спрашивали гости. На что Василий рассказал, что звук табыка, изготовленный из шкуры 3-годовалого быка, долетает до солнца и исполняет все ваши желания. Разрешено прикасаться только старейшему из мужчин. Нужно заметить, что все сооружения построены на проектах старинных мастеров, а это значит без единого гвоздя. Туристам понравилась и экспозиция древних вещей, ведь каждая из них несет таинство якутской культуры. Один из обрядов – алгыс – кормление огня. Сначала разводят огонь, кормят оладьями и задабривают его берестой и конским хвостом. Алгысчик – человек, который проводит обряд, просит у Аи, духов огня, то, что ему нужно. В данном случае Валентина попросила у духов благополучия и здоровья всем ее гостям. Обряд настолько тронул гостей, что некоторые, как и Танака, вспомнили близких, в том числе и ушедших родственников. Меня тронуло то, что местное население хранит свои традиции и делает все возможное, чтобы о культуре народа Саха узнали далеко за его пределами. Мне кажется, в Якутии больше чтят традиции предков, нежели чем в Японии. То, что вы делаете, достойно уважения. Получив благословение, туристы устремились к новым открытиям. Но тут трое, которые буквально 5 минут назад умирали от холода, решили бросить вызов якутским морозам. Термометр показывал уже минус 49, а наши гости, скинув верхнюю одежду, решили в буквальном смысле искупаться в снегу. Что это было? Сила благословенного огня или это было действие священного камня, которому более 3000 лет и который слышит все сокровенные желания? Я бы не смог искупаться в снегу, как мои друзья. И даже не потому, что боюсь холода,
а потому что не отважился бы вот так раздеться перед камерой. Но хочу сказать, что в этой поездке я тоже осуществил свою мечту. Прошелся по замерзшей реке Лена. Для вас это кажется обычным, но для меня, как для жителя Окинавы, где никогда не бывает снега и льда, это непередаваемые чувства. Взбодрившись, туристы поехали дальше, в спортивный комплекс «Триумф», где шел ежегодный конкурс на лучшее строгание мороженой рыбы. Строганина – популярное и любимое блюдо якутской кухни. Нарезанная стружкой замороженная рыба, в основном лососевых пород – нельма, муксун, чир, северный омуль и другие. Настоящая строганина получается из пойманной именно подледным способом рыбы. Все не так, как в Японии. Было интересно посмотреть, как разделываете рыбу. Зато вы, как японцы, едите сырую рыбу. А то, что вы потребляете ее в замороженном виде, я такое вижу впервые, меня это очень удивило. Кстати, японцы были очень рады, узнав, что якутяне тоже любят есть сырую рыбу, но чтобы замороженной, такого они не видели. Хотя некоторым даже понравилась сама идея подачи этого оригинального блюда. これはレナ川の魚です。チール、練馬という現地のレナ川の魚です。По национальной кухне можно узнать характер народа. Замороженная печень, рыба, жеребятина показывает стойкость и силу народа Саха. Оладьи, знаменитые якутские лепешки, кёрчах и другие молочные продукты – открытость и душевность. Кстати, кёрчах – традиционное якутское блюдо из холодных сливок или сметаны с добавлением брусники и сахара, взбивается мутовкой. Японцы отметили, что прямо с трапа самолета они попали в совершенно другой мир. Они никак не могли понять, почему через каждые несколько метров кучками стоят люди, пока им не сказали, что эти люди ждут автобус. Удивили также деревья, покрытые инеем, непроходимый туман. Подобно детям, они радовались появлению морозных рисунков на стеклах. Вопросов было очень много. Почему мясо домашнего скота продается тушами, а зайцы в неразделанном виде? Почему букеты замороженных рыб продают и строгают только в вертикальном виде? Почему у якутян совсем не мерзнут лица? Как жители севера умудряются есть в такой холод не только замороженную рыбу, но и мороженое? Я не знал, что будет так холодно. Очень холодно. Когда мы только вышли с трапа самолета, легкие практически разорвало от свежего морозного воздуха. Это не передать словами. Несмотря на реакцию большинства туристов на якутские морозы, среди них были и те, кто после 4 дней экстремального холода загорелся желанием переехать к нам. Некоторые ходили без головного убора, купались в снегу и даже в 50-градусный мороз шокировали местных тем, что появлялись на улице в кимоно. У якутян даже закралась мысль, что кимоно определенно с подогревом. На самом деле мне в кимоно теплее, чем моим землякам в куртках, потому что кимоно выполнено из натуральной ткани.
Оно широкое, поясницу греет оби, с японского это пояс. Под ним, конечно, можно и кофту надеть, и даже куртку, но я ношу, как видите, только термобелье. Сверху я накидываю шерстяной платок, и мне, честно, совсем не холодно. Но многие японцы все же решили утеплиться. Сразу по приезду приобрели спецодежду. Кроме того, что нашли ее очень теплой, отметили, что понравилась стоимость, и даже расцветку нашли модной. Когда мы собирались ехать в Якутию, готовились к самым сильным морозам и даже специально купили теплую одежду. Но она оказалась непригодна для якутских морозов. Сегодня самый холодный день нашего пребывания. Когда приезжали, было минус 35, а сегодня все минус 50. Но мы все же рады тому, что нам удалось почувствовать разницу на себе. Якутянам кажется, что с шопингом тут особо не разгуляешься, но наши японские туристы доказали обратное. Известные во всем мире якутские бриллианты, национальные украшения и даже местная обувь, унты из натурального оленьего камуса, полетели по разным уголкам Японии. В качестве презента из далекой Якутии гости накупили салфетки с русским Дедом Морозом. Женщины набрали ароматного и душистого мыла. После небольшой рекламы и хозяйственное мыло стало желанным подарком. А молодежи понравились русские сухари. Ну и шоколад Аленка полетел в страну восходящего солнца в большом количестве. В диковинку было все: японские продукты в супермаркетах, раскраски аниме и манго в книжных и канцелярских магазинах, а также местное развлечение для туристов. Катание на якутских лайках стало необычным, незабываемым трипом. В мороз и туман отважные японцы примерили на себя роль якутских охотников. Певцу Танака это развлечение так понравилось, что на свой концерт он прямиком хотел поехать на собачьей упряжке. Но, увы, звезде пришлось пересесть в комфортабельный автомобиль. Вечером ресторан «Мусхая», что в переводе означает «ледяная гора», встречал гостей горячим чаем и вкусным ужином. На вечере японцы делились своими впечатлениями и эмоциями, говорили о возможных точках соприкосновения дальнейшей дружбы. Например, председатель якутского регионального отделения общества «Япония-Россия» Николай Барамыгин отметил, что якутяне и японцы во многом похожи: уважением к старшим, тем, что каждый из народов несет в себе культуру и традиции своих предков, и тем, что в век глобализации и развития не утрачивают любовь к природе. Очень хотелось бы пригласить вас, якутян, к нам в гости. Я бы хотел, чтобы и вы, так же как и мы, насладились национальной японской кухней, нашей природой и культурой. Было бы здорово, если бы были прямые рейсы в Нариту. Хочу сказать, Якутия – удивительная земля. Очень похожа на Японию в прошлом. Ведь когда-то и мы жили в единении с природой. Видя, как вы живете в таких суровых условиях и радуетесь каждому моменту, начинаешь ценить жизнь. Все мы знаем, несмотря на то, что Япония сегодня считается передовой страной по части развития, она старается не забывать о том, что очень важно быть ближе к истокам и природе. Именно об этом поет в своих песнях Танака Кинг, чье творчество трогает души и сердца миллионов японцев. Услышав первые ноты своего кумира, гости пустились в пляс, от начала до конца вечера подпевая любимому артисту.
しか変えられないことを知ってる。その心のそばで誰もが見ている笑顔と、誰も知ることのないこの素顔、その表裏の中で、その暮らしの中で偽りのない。 4 дня – это мало, чтобы прочувствовать и узнать Якутию, чье богатство даже не в недрах, а в богатой и глубинной истории. Именно поэтому многие из них изъявили желание приехать снова, искупаться уже в лучах весеннего и летнего солнца, посетить национальный праздник Исэх, который собирает не только всю республику, но и гостей со всего мира. А это говорит о том, что интерес к Якутии большой и туристический потенциал огромный. А благодаря таким людям, как Танака Масата, дружбе между Якутией и Японией быть. Я непременно расскажу своим землякам, что где-то на севере есть прекрасная земля, Республика Саха-Якутия, с красивой природой и добрыми и открытыми людьми. Многие японцы даже не знают о существовании Якутии. Было очень интересно узнать, что народ Саха интересуется нашей культурой и даже изучает японский язык. Старается налаживать дружеские отношения с Японией. Меня посетили странные чувства. Такое ощущение, что я попал в прошлое. Мне кажется, Япония несколько лет тому назад была именно такой, с нетронутой природой и с чистыми, открытыми людьми. Все эти дни мы чувствовали себя как дома. Я был рад приехать в Якутию. В первую очередь в Якутии меня подкупила доброта людей. Именно поэтому Якутия мне очень близка. Прощаясь с нами, Танака поведал съемочной группе, что запланировал следующий приезд весной. Было бы здорово, чтобы о нем, о его трепетном отношении, казалось бы, к чужой, но ставшей такой родной Якутии, узнала как можно больше якутян. Уверены, на его концерт пришло бы немало поклонников японской культуры. 気づけば仲間がこんなに増えた。去っていった仲間に幅ないせ。正直寂しかったが泣かないで。常に息があって声だけはでかくて存在意義叫んだ名もない俺。いつになったってお利口になれず青くさ夢のめり込む。それが誰も真似できるオリジナリティ。信じ進んで険道なき道へ。夢を追う男の物語。夢が与えてくれた出会い。夢なき者に成功なし。この先も共に、動かなきゃ始まらない。描かなきゃ。Но если не концерт, то в одном мы точно уверены, что Танака планирует показать Якутию своим близким друзьям. И первым гостем, возможно, станет его друг, бразильский футболист, защитник, чемпион мира 2002 года Эдмилсон. Фанаты футбола, трепещите и ждите. Может, удастся погонять мяч с именитым футболистом прямо на снежном поле. А что? Играть так по-нашему.